ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Амена. Второе віночок, обновертання для кожного з нас, наших близьких. За всіх, кому молитву обіцяли, за душі учителі терпяча і за тих, хто в одну хвилину помирає. Отче наш, который есть у небе, святейся имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного подай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Віру Бога і Ця Всемогутнього Створителя, неба і землі, і в Єсуса Христа, Сина Його, одиного Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понтскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до тварі, на третій день воскрес померлих, узійшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, оттуль прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святых костел католицких, бедность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче предвечный, святых тела и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа. Который простит за грехи наши и всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Твоего Сына и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего света. для Его болезной Будь милосердный до нас и до всего света. 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 Будь милосердный до нас и
и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, даруй Тебе тело и кровь, душу и Божие, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, обдаруй Тебе тело и кровь, душу и Божие, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. O kрови вода, яка випнула з найсвятейшего серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Доверяй О крови вода, яка випнула з найсвятейшого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. О крови вода, яка випнула з найсвятейшого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Єзу, святая сестра Фаустина, Молись за нас. święty Jan Paweł II, Молись за нас. błogosławiony ksiądz Michał Sapoczko, Молись за нас. błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Молись за нас. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A wczoraj wieczorem, a wczoraj wieczorem, zaświeciła zora, zaświeciła zora. Zora zaświeciła, zora zaświeciła, światu zwiesialiła, światu zwiesialiła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zwali. Ось прийшов пан і володар, і у руце ягоної улада, моц і панування. Подчас этой святой мши молюся об здоровье и Божьем благословении, опеки Матери Божией для Виктора. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть в эту наисвятейшую охвяру.
Panie, Ty посланный оздоровить скрушенных сердцем, zmiłuj над нами. Змилуйся над нами. Христе, Ты сидишь праворуч Отца, как заступаться за нас, zmiłuj над нами. Змилуйся над нами. Panie, jaki przyjdzie судить живых и померлых, zmiłuj над нами. Змилуйся над нами. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Слава вышиях Богу, а на земле зубаков, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей, Пане Боже, владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Богу Божий, Сыне Отца, яки вяриш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки вяриш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты святлом цудовной зорки объявил сегодня народом Твоего одинородного Сына. Дай просим, как мы, что уже спознали Тебе про веру, были доведенные до сузирания бляску Твою величи, про Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Устань, святися, Иерусалим, бо прийшло Твое светло, и слава Пана узошла над Тобою. Бо ось темра покриє землю, и змрок народы, а Пан узыйде над Тобою, и слава Ягоная з'явится над Тобою. И пойдут народы до Твоего светла, и короли до бляску Твоего усходу. Узними очи свои и погляди на окол. Усе яны збираются, идут до Тебе. Сыны Твои приходят сдалек, и дочок Твоих несуть на руках. Тады убачишь Ты и зазяешь, затрапеча от радости сердце Твое, бо багатті море поплывут до Тебе. Прийде до Тебе скарб народов, закрыет Тебе множество верблюдов, молодых верблюдов з Мадияну і з Ефи. Усеяны прийдуть з Саби, принесуть золото і кадила, і обвящать будуть хвалу Пану. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Все народы свету будут служить Пану. Все народы свету будут служить Пану. Боже, дай суд Твой королю и сыну короля Твою справедливость. Нехай судит народ Твой справедливо и преднешеных Твоих погодных права. Все народы свету будут служить Пану. У дни ягоные за красує справедливость,
и великий спокой, аж покой не зникне месяц, и будет он пановать от мора до мора, и от реки аж до краю земли. Все народы свету будут служить Пану. Короли Тарсису и островов принесут ему дары, короли Аравии и Савы складут танину, и поклонятся ему все короли, все народы будут служить ему. Все народы свету будут служить Пану. Воем вызволить Бога, які Бог притча, и преднеченого, які допомоги немає, змилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Все народы свету будут служить Пану. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, ви чули про уделение ласки Божией, даденной мне для вас, бо про объявление мне была открыта таемница. И она не была открыта сынам человечим в минулых поколениях, так как теперь открылась святым апостолом Ягоным и пророком раз Духа. Это значит, что и язычники являются сонадельниками и членами одного тела, и соудельниками обетования у Иисусе Христе раз Евангелия. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы бачили зорку Ягоную на восходе и пришли поклониться Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Матвея. Хвала Тебе, Пане. Калі ж нарадзіўся Езус у Бэтлеем Юдскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалим, кажучы: «Дзе нованараджоны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся і ўвесь Єрусалим з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказали ему: «У Бэтлеем Юдскім, бо так написано пророком: и ты, Бэтлеем, земля Юды, ничим не меньше сярод городов Юды, бо з тебе выйде володар, який буде пасвіць народ мой Ізраїль». Тады Ірад, потаемно покликавши мудрецов, выведал у их про час з'явлення зорки. Пославши их у Бэтлеем, сказал: «Идите и старанно шукайте дитя, коли ж знойдете, поведомьте мне, как и я пайшоў и поклонился ему». Яны ж, выслухаўшы короля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці ягонай, і упалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзідла і мілу. І папярэджаныя во сне, каб не вярталіся да Ірада іншай дарогай, адышлі у сваю краіну. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Створенные розныя могуця Пана Бога небесные мы будем читать у книги Бытия. И
сонца і луна і зоркі. Сонце гэта тое, што мы вельмі моцна кахаем і што нам дадае вельмі шмат радасці. Сонца дае нам надзею, таксама нас асвятляе. Маем таксама ночу луну, калі ёсць поўня луны і добрае надвор'е, адчыніўшы кніжку, можна нават пры бляску луны прачытаць гэтую кніжку. Але зорка, ну што гэта зорка? Яна толькі там дзесьці сіяе. Ведаем, што шмат людзей, сёння мы маем GPS-ы, але калісьці вызначалі сабе дарогу адносна зорак, падружавалі з аднаго кранца на другі кранец альбо з аднаго пункту А да пункту Б у сваім жыцці. Мы сёння маем зорку, якая з'яўляецца незвычайнай зоркай. І гэтая незвычайная зорка нас сёння ўсіх прывяла ў гэтую святыню. Эта зорка не такая, якая запалілася і пагасла, бо яна па сённяшні дзень гарыць на небе сэрца кожнага чалавека, веруючага чалавека. Гэтай зоркаю для нас з'яўляецца таксама святыня, не толькі гэта, але кожная святыня, кожны крыж, які нам прыпамінае, што мы з'яўляемся хрысціянамі, што мы пакліканыя, каб у нашым жыцці існаваць. Але мы вельмі часта у нашым жыцці не шукаем такой зоркі, якая бы пастаянна свяціла. Але нас інтарэсуюць зоркі, якія падобныя да гэтых бенгальскіх агнёў. Яна успыхнула, прыгажосць якуюсь дала, мы ўсе вау, і патухла. А потом пасля яе, калі пройдемся, знойдзем шмат спаленых рэчаў, альбо гэтую скрынку, якой нам знаходзіліся гэтыя феерверкі, альбо розныя рэчы. І ў жыцці нас гэтыя зоркі інтарэсуюць. Гэта д'ябал нам такія зоркі, феерверкі падсоўвае ў нашае жыццё. Каб мы, напрыклад, заўрачыліся якімсьці грахом, ён там нам на хвілінку даў прыемнасць, потом нас адпусціў, там якоюсьці справа, якая нас інтарэсуе, але калі мы яе зробім, сказаў хтосьці, наша справа выгарала, і чалавек выгараў разам з ёй. І ўжо чалавек тады нічога не хочацца ні жыцця, нічога рабіць. І гаворыць, я такі, як бы неякі. Невядома, што за мною і што змяняць у маім жыцці. Дык вось, браты і сёстры, Jesús Христос з'яўляецца зоркай незвычайнай, зоркай зусім другой, якая дае сапраўднае жыццё, сапраўднае святло, якое не пагасае. І ва сённяшняй урачыстасць мы таксама маем быць такой зоркай. Паглядзім, што гэтая зорка таксама засвяціла на небе Ірада. А калі Ірад убачыў гэтую зорку, што напісана, напоўніўся страхам. І не толькі ён, уся Єрусаліма з ім, горад вялікі, напоўніўся страхам. Чаму? Ну, бо Ірад баяўся аб свой трон, які можа загубіць. Не разумеў, што за зорка. Глядзіце, міма таго, што Ірад вучоны мае таксама тудака мудрацоў на сваім дворы, бо ён паклікаў першых святароў, кніжнікаў, мудрацоў і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. І што яму адказалі? Написано у Святым Писании у пророка Исаии, у Бетлеем Юдским. Вот так написано пророком: ты, Бетлеем, земля Юды, ничем не меньше сиротка. И что? Глядите, маем розных мудрецов. Есть мудрецы, якія не знают Пана Бога и на его не чакают. Але гэты бляск зоркі у мудрости, мы сегодня святкуем не трех королев, так звычно написано, альбо так мы привыкли называть, Каспара, Мелькара, але мы сегодня святкуем трох мудрецов. Чому мудрецов? Бо які би король прийшов туди, де жила Марія, Юзеф і Єсус, він вже не жив у стайні, бо вже, напевно, минуло кілька тижнів, Юзеф вже знайшов якийсь льоху, якоїсь місця, може знайшов якусь часовую працю, каб якось утриматися, поки там Єсус трохи не подрасте, каб зим можна було б безпечно, каб він не захворів, вертатися до своєї родини. Нет, уже жили в якомусь місці. Коли поглядим, що гэтыя три мудреца пришли, не сказали: Мария, Юзеф, вынесите нам сюда Иисуса. Мы туда не войдем, там еще уже какие-то пастух останутся молиться, там клянчить, мы не поклонимся Иисусу. Нет, але написано сегодня, яны увайшли у места, где был Иисус, Мария и Юзеф, и поклонились тваром до земли. Мы сегодня не будем клоняться тваром до земли, вот тут, я думаю, уже и трошки, снег есть, и трошки соли посыпаем, дальше вот засолився нечаянно. Але яны поклонились тваром до земли. Это показывает, что они не короли,
А у мудрости, эта мудрость собравная привела их. И хоть сами не разумеете ее, але глядите, пытают и ученые в Писании, книжники, першосвятары, все говорят, пророк сказал, 3 мудрецов было, 3. Не целый Иерусалим могла упасть, как поклониться Пану Иисусу. Нет, 3 мудрецов, какие там не знали. Первый раз почули Слово Божие, так мощно их крануло в сердце, что не отпускало. Не знаю, что у вас есть такие справы, какие вас часами так мощно в сердце и не отпускают. Ну, я знаю, конечно, есть. Але это уже справы древние. Бо хтось нам зробив щось древне, то ми пам'ятаємо 100 років, але хтось нам добре щось зробив, а там було колись, не важно що. Але древне, то будемо пам'ятати і будемо проклинати його в наше серце, і як стів нам це буде Христі. А ви глядите, що їх добре слово докрануло этих мудрецов. Так мощно, что их тянуло, как познали соправдную правду, соправдного мудрого человека. А ты кого выводит соправдная мудрость? И они зрозумели, чому кланяются Иисусу Христу. Бо завдячують і бачать їм володаря, який їм гэтую мудрость дав, дякуючи якому, як глядите, все пов'язано, дякуючи якому вони прийшли і поклонилися Богу. І ми сьогодні в этой мудрості маємо надію. Натхненная Духом Святым, якого ми отримали подчас хросту, приходячи на воду святыню. Не тому, как взять эти мелоки на дверях, намалевать C плюс M плюс B и 2026 год. Не тому, как взять воду, освеченную и светить наш дом. Нет. Мы сюда приходим, бо нас притянуло сюда соправдное світло, якое завжди горит таким самым огнем. Огнем Божьей любови до кожного из нас. И этот огонь, он не погасает. Маем этих мудрецов, которые приходят, как знайти, как отдать. И мудрецы что? Мудрецы, коли убачили, видите, Ирод сполохався, мудрецы убачили, обрадовались. А мы, ідучи в костьол, або чуєте, що ksiądz говорить знову, ну, об'явлення Пана треба буде прийти во вторник костьол. І знову этот костьол. Але треба йти, бо що скаже, грех, не грех, або пекло, або не пекло, і сам себе чоловік чувствує страшно, тому з этого немає. А так само, ну, і я думаю, ну, діти часами треба трошки примусити, щоб вони трошки пошли, бо потім, дякуючи этому, може десь там в житті однойдуть Бога, або його не згубить поки що в дитинстві. Це так само відбувається. І ось зорка, яку вони бачили на усході, ішла перед ними, покуль не прийшла і не стала над місцем, де було їх дитя. Де було їх дитя. Покора. Покора этих мудрецов привела их до Иисуса Христа. Это самая покора. И глядите, что тут у чем проявляется життя Марии Юзефа до Иисуса. У тим, що вони не мають ніяких планів на Ісуса Христа. А як не мають ніяких планів на Ісуса Христа, то то, що Ісус Христос буде виконувати, їх це не засмутить. Я не часто подумаю, коли народжається мале дитя, його любить себе, що хтось там має, ну, це хлопчик, це мой син буде тим. Або дочка буде той, бо традиція повинна заховатися, там, якась реч. І коли десь щось не відбувається, і вже ми засмучені. Хтось там подумав, наприклад, що мой син буде ксьондзом. О, ура! А він ксьондзом не став, він став добрим лікарем. І що, і засмучатися, це ж, ну, не, бо може його навіть поклика не було, як він був добрим лікарем. Горшка, бо ти син, десь його зовсім одійшов від Пана Бога, одійшов від моральності, вів кепське життя взглядом світу сучасно. Тогда мы повинны засмутиться. Бо это подстава этого человека. А покликали, это мы не выбираем. Это Бог дает. И тому Мария и Юзеф все принимают. Видите, пришли, но не разумеете. Пришли мудрецы, кому клоняются. Не разумеете до конца. И как подсведомость Марии есть, кем будет ее сын. А она не была такая аж до конца. Ну, каждый человек народжается, Мария має якийсь план, напевно, имела якийсь план. Але слухає, глядіть на знаки, ці знаки отчитыває, ці знаки уже їй показують сьогодні. Пока это дитя, Иисус маленькое, несколько тижнів має, або несколько, може, місяців, коли приходять мудреці, і це розпланяються теологи, бо невідомо сказати, скільки його там є. Але бачать перспективу, що це дитя незвичайне, і треба починити усе, як цю зорку врятувати. Просим за тих, брати і сестри, як і ми в нашому житті имели такую зорку. И этой зоркой был Иисус Христос. Але не только. И как мы были зоркой, как мы в нашем житии, будучи добрыми христианами,
Може, десь почуємо критику, скаже хтось на нас, ми якісь фанати християнські, або католики. Non-stop костюл. Вас сьогодні запитали на братці, куди ви? А сьогодні після праці одразу костюл йдемо. І знову костюл, скільки ми можемо ходити в костюл? Фанаты якісь. Або террористы, какая-то суполка, группа постала такая. Но нет, браты и сестры, это ее свет. Чего они так не любят людей, которые ходят в костел, в церковь, которые молятся? Бо это люди з'являються святлом. Коли мы в хате не будем включать святла, то у нас в хате там, где полная темра, то мы видим, что у нас порядок, нет? Але коли включим это святло, то будет, о, нет, порядку тут нікого нема. Хотя у відносинах до життя духовного так само. Коли ми світимо і з'являємося такими свідочами, такими зорками, які показують на Христа, води Його ведуть, то другі з нами лепей скритикувати, лепей нас принизить, лепей зравнять з болотом. Но главное, я не буду менять свое життя. Потому что мне менять. Нехай лепей он изменится, когда изменится, я буду почти за этим человеком жить. И тому так легко эта вера, подданная критице. Тому Ирод забоялся, это Володара нового, бо он дасть новое володарство. Не такое, якое Ироду, бо Ироду все служили, а Иисус Христос пришел володарец, как служить. И по сегодняшний день сидеть у троне Бога Отца, как еще нам служить. А в этой службе, якой нам служить, придя, как нас готов различить в опошний день, при скончании свету. Просим, как и мы в нашем житии были добрыми, зорками и показывали за правды на Пана Бога. Аминь. Віру одиного Бога, Отця всемогутнього, Створителя неба и земли, всякого Вашего и не вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первосильного века, Бога от Бога, светла от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в твари, судить живых и померлых, и его владарство не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. До Бога, який жадає збавити всіх людей, знесем наші супольні молитви, молимося до всіх християн, аби не завжди пам'ятали, що у їх справжня айчина знаходиться у небі. Те просим. Выслухай нас, Пане. За святого Отца, как его пасторская послуга сприяла установлению в свете справедливости, спокоя и любви. Те просим. Выслухай нас, Пане. За науковців, как их доследования допомагали им самим и іншим людям у познании Христовой правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За Виктора, просивший для его об здоровье и Божьем благословении, потребной ласках и опеки Мати Божией. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутных, как мы познали в нашем житии радость, спокоя от Божьего дитяти. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы и ученика, подорные Твою лаской, мы завсюду тривали у едности с Тобою. Праз Христа, Пана нашего. Христос, Христос, нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Христос, Христос, нам народився, Божим святлом грешний світ озарився.
неба ангелы, верный збирают вина веселым. Христос, Христос нам народился, Божьим святлом вышли света зарылся. Христос, Христос нам народился, Божьим святлом вышли света зарылся. Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане, просим Тебе ласкаво взглянь на дары Твоего костела. Уже не золото это кадило и мира, але Иисус Христос, який у этих дарах виявляется. Его складаем в ахвяре и спашиваем, який живее и владарить на веки вечные. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Укору сердце. Узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бога это и справедливо. За правдой годна это и справедливо, слушна и избавленна. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Бойча, всемогутный, вечный Божа. Сегодня Ты объявил таємницю нашего избавления. Сегодня Ты з'явил нам святло народа. Твоего Сына Иисуса Христа. Коли Он пришел на землю, як смиротный человек, Ты одарил Его наново, уделал Его вечной славе. Тому небо и земля захотели спевать Тебе новую песню. И мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебя, как про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил эти дары, эти приношения, эту святую беззаганную охрану, складаем и Тебе, найперв за Твой святый католический костел. Будь ласкавый, одорвать Его боем, оховывать, еднать и керовать им во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим, Богом, Бискупом нашим, Юзефом, с усими, кто верно заховывает и вызнает католическую и апостольскую веру. Памятай про слугу Твоего Виктора и про всех тут присутных, веру и отданность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе эту охвяру, и они так само и Тебе приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на збавление, уратование, узносят до Тебе свои молитвы, до Бога вечного, живого и правдивого. Тому у едности с усим костелом наисвятейший день, коли Твой одинородный Сын, ровный Тебе у вечной славе, объявился нам у человечем теле, найперв спашанной, вспоминаем благословленную за всю Панну Марию, Мати Бога и Пана нашего Иисуса Христа, так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, и всех святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим, эту охвяру от нас, Твоих слугов и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши у Твоим спокою. Слава нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Боже, мocой своего благословения освяти эти дары и учини их досконалые и милой Тебе охвярой, как станете они для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодни муки
И он узял хлеб у свои святые и достойные руки, поднял вочи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, вламал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął гэты почесny kielich u swoje świętые i dostojne ruki, znów Tobie podziaku składający błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzycie i pijcie z jego все, bo это есть kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zaповету, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Panie, wysługi Twojej, Twój lud święty, wspominają błogosławioną mowę воскрешения, a tak samo chwalebne u niebo chrzcie Jezusa Chrysta, Syna Twojego, Pana naszego. Składają najświętejszej wieliczy Twojej, z Twoich darów i szczodrotą, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на ее милостиво и спогадно и ласкаво прими, як принял дары праведного слуги Твоего Авраама. Ахвяру патриархи нашего Авраама и святую и беззаганную ахвяру, якую приносит Тебе наивысший святар Твой Мелхиседек. Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей боской величи, как все мы, якие удельничаем в этой ахвяре алтара и принимаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, якие одышли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебе, Пане, дай им и всем, кто спочивает в Христе, пробывать в месте утешения, światła i супокою. Так само нам, грешным слугам Твоим, якие сподяются на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матфеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Препортуей, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Уведи, просим, и нас в их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все эти доброты неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, вся ваша и хвала, празу все веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полные вдячности, смиряемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа.
Будь Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wiersz На себе грехи свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, яки верш на себе грехи свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, яки верш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные покликанные на вечеру ягодную. Аминь, я не варты, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 153. Бедные Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Бог наш Господа, я святло явився, и паны улоня носила его. И он народился, а не утворился. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. И крошатся горкой, мудроцы с усходу, поклоном дары все складают ему. Золото стильну и духмяный вода, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спевайте, существой почує хваление Христу. Слава Господа, на вышиня Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Покинувши стада, пастушки в покое стяжают до места, які
яким Божий Сын. Мы поспешаем за таким узором. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу, предвечного Бога, бесконечным вашим словам учение малого дитя. Не назволите, не уаксамиты, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Я жив на свете, приходит любовью, обвинения. Уж не полюбить, спасается мир. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисус христианин, радостно витаем своей славу за сердце. Вечное слово нам пришло узреть. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите, распался, верные со спевом, придите, даяся в Бетлеем. Царь народился, царущий с творением, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Бог Молимся. Просим Тебе, Пане, завсёды и всюду, иди перед нами светочем небесным, как чистою душою мы постигали таємницю Евхаристии, в якой берем удел згодно с Твоей волей, и с радостью ее примали брат Христа, Пана нашего. Аминь. Теперь отбудется благословление креду и казина и воды. Перед тем, як пойдем додому, будуть благословленные кредо, казидла и вода. Кредой позначаем двери, а водой окропляем дом, патеру, помешкание, на знак, что мы приняли у свое жилье уцеловленное Богослово. Молимся, как Христос у этом годе завсёды был с нами, и как кожний, хто його шукає, як мудреці до сходу, знайшли його у нашій сім'ї. Боже, одиное вечное светло, Ты привел мудрецов до Твоего Сына, объявил Его, як володар над володарами. И они поверили, поверивши, поклонились Ему и принесли свои дары. Май ласку благословить эту креду для позначения дверей нашего жилья, у яким мы приняли светло Твоего объявления.
учеников мы становились все больше досконалыми, світлом для свету, особливо для тих, хто Тебе шукає. Боже, благослови кадідла, каб яно приємним водором узносилося разом з нашими молитвами для Твоего обличчя, з'єднання з Твоїм Сином, який прославився серед нас, каб об'явити нам Тебе, який сядеш праворуч Бога Отця, каб завсёды заступатися за нас. Просим учеников нашей домы, наполненные сегодня водором кадидла, местом штоденной молитвы. Пане Боже всемогутный, выслухай ласкаво нашей молитвы, коли мы узгадываем дивосную справу нашего створения, еще больше дивосную справу нашего откупления. Благослови эту воду. Ты створил ее, как давала уродливость ненивам, как умацовывала и очищала наши телы. Ты так само учинил воду приладой Твоей милосердности. В образ яе Ты вывел свой народ с неволи, натолил его смагу в пустыне. У предказаниях пророка вода была знаком нового заповету, який Ты пожадал заключить с человечеством. Нарешті, праз воду, якою Христос освятил в Йордане, Ты обновил у купелі одречення нашу зіпсовану натуру. Нехай же гэтая вода нагадывая нам прийнятых рост, якими каб мы радовалися разом з нашими братами і сестрами, охрещеними у час пасхальних урочистостей. Праз Христа, Пана нашого. Два кошечки, в одном белым будет кредо, чернел, а вторым другом это будет кадидла. Я думаю, кадидла берет той, кто має його спалить, коли жидає. Ну, дом не треба палить, бо пожарники, потом там чесники нам дадуть прикурить, а і ви вдома. Кредо і малюємо. Коли хто має старую кредо, то питає, куди її вибрасувати. Ні в коїм случаї не у мусорку, просто у землю кредо, мел. Все ті речі вибрасуємо у землю, добре? Не в мусорку не выкидаем, не в туалет так само не спускаем. Вот это речь освеченная. Потом перед Паном треба будет за это отказать. Всем крови хватит, не турбуйтесь, глядеть не треба уже. Только чтобы ее супровите Божие благословление. Пан с вами. И с духом твоим. Похилите ваши головы на благословение. Бог, який покликав вас темрю в свое чудовное святло, нехай щедро одурить вас своим благословением и умацує ваше серце у вере, надеи и любови. Аминь. Христос, який сьогодні з'явився світу, як світло, що зяє в темрі, нехай допоможе вам з вірою йти за ним, как вы были святлом свету. Аминь. Бог, який святлом зоркий привел трех королев до збавцы, нехай вас після земного вандрования приведе до незагасального святла своего владарства. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай зійде на вас і застанеться назавсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу.
Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Як прибігли пастухи у Вифлеєм, заспівали пісню, що і ми